Держи. Домики, еда в городском парке Малгобека для 10 хвостатых новоселов предусмотрено все. Такой необычный подарок местные власти преподнесли жителям в рамках Года экологии и юбилея республики. Акция приурочена у нас к Году экологии. Мы приняли такое решение. Раньше в этом парке, говорят, были и белки, поэтому мы решили возродить это. Поэтому принято решение. Нам в подарок один из бизнесменов подарил 10 белок. Домики сам изготовил. Вот мы их здесь устроили. Будем обустраивать быт и белок, и всех, кто в этот парк приходит отдыхать. Здесь и депутаты молодежного парламента при Народном собрании Республики Пушистые обитатели парка, получив локальное гражданство, требуют к себе особого внимания. Отмечает Хава Евлоева. Молодые депутаты обещают, будут приглядывать. Я, как жительница этого города, также приняла участие по запуску одной белочки. Я буду частенько приходить сюда и навещать свою белочку. А рядом в сквере уже празднуют день рождения республики. Местные власти организовали для горожан концертную программу. А почетных жителей города, отличившихся в той или иной сфере, награждают грамотами. Как жители города повсеместно носить свой вклад в развитие региона. Еще раз хотел бы вас поздравить с праздником, дорогие малгобечане. Счастья вам, здоровья, удачи вам всем! Самым вкусным лакомством, мороженым радуют детей, а изыски национальной кухни может попробовать любой желающий. Рядом выставка изделий из глины и бисероплетения. Авторы многих этих работ – учащиеся городского центра творчества. Мы занимаемся вообще в разных направлениях, делаем поделки, с детьми работаем в основном. Для того, чтобы любую из этих картин сделать, да, не один день требуется и не один час. Работу с детьми делают руководители. Хорошее настроение и добрые пожелания. Сегодня все слова поздравления в адрес родной республики. Республика 25 лет духаят. Духом ходят в имях, так ходят. Вехам бы бачили. Ах, вот это шедезерцы у республики Бахбалаха, вепачаха, вейтираш был хакбизи. وبلغت أهلي بلغوا وسجاق الوساس إرجل جاق البار خلقها دال متك تايل الآخر بين بسانية تحتي واشان دال دكما سونا خداها دكما دك خديئة إرز أتو خلفي خزخ خيل أونا ديهم الدنيا شوين بركة جيبوا ديبش دقوقوش هاردينا ويموه خزلوش توالوش حبواش إرز أيق داخل دويديهم تون دكريتي دي حكاية إيش تقول دير Хочется мне сегодня в День Республики первым долгом поздравить его, Юнусбека Абаматгиевича, за его кропотливую, огромную работу для наших жителей республики. Много новостроек, детских садов, школ. По приходу его на эту должность республика просто, можно сказать, расцвела. От лица молодежи хотелось поздравить свою любимую республику с днем рождения, пожелать ей процветания, мирного неба над головой, благополучия. В республике Ингушетия произошли существенные изменения. Республика развивается в нужном темпе. И я поздравляю всех жителей с этим днем и знаменательным днем. Я хочу пожелать всем жителям мирного неба над головой, счастья, удачи. И, конечно же, со дня образования республики у нас были какие-то проблемы, были какие-то недочеты. Но я хочу пожелать всем жителям, чтобы вместо того, чтобы они считали эти минусы, делали хоть что-то, чтобы каждый минус исправить, и чтобы этих минусов и социальных проблем у нас было меньше. Родному краю каждый желает жить в мире и созидании. Еще одним подарком для горожан стал вот этот вот стадион. Теперь у местной команды появилось место, где они могут тренироваться, а обычная детвора может здесь оттачивать свое футбольное мастерство. Пилотный проект в поддержку детского спорта запущен компанией «Стройгазкомплект». В республике много ребят, желающих заниматься спортом. И порой единственное, чего им не хватает, так это поддержки взрослых. На месте побывал и глава региона. Надо дать поручение, не просто поддерживать площадку земли. Рядом зона протяжения, рядом аркадную площадку поставить, комплекс ГТО там что делает. Хорошо, молодцы. Спасибо вам, поздравляем вас с 25-летием республики. Стройгазкомплект вышла с предложением, что есть вариант инвестиционного
вмешательство, да, как это называется сейчас. Ну, у нас появилась Проинвестировать, да, возможность есть и желание, да, сделать немножко в городе, такой, облагородить вот это место, поэтому собрались. Сначала это было джентльменское соглашение, потом оно переросло в контракт, который заключили, и люди, видите, вы построили сегодня, ну, настолько привлекательно, настолько, ну, для города, я слов не могу найти, это очень большой подарок городу, я благодарен от всей души. Это далеко не все подарки, которые власти планируют преподнести малгобекчанам. В скором времени город украсит новый сквер и памятник герою России Ахмеду Катиеву. Идир Манкива, Майрбек Миржоев, Новости 24.